Смотрите в программе. Опрокидывание лодки в Верхоянском районе привело к гибели малолетнего ребенка. Помочь маломобильным гражданам старше 60 лет в Якутии работает колл-центр волонтеров Конституции. Алданская библиотека присоединилась к всероссийской акции памяти и вместе с волонтерами изготовили 50 белых голубей. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Малолетний ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча в Верхоянском районе Якутии. Следственный комитет региона сообщает, что вчера, 21 июня, поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки, в результате чего погиб ребенок 2015 года рождения. На борту в момент происшествия находились 6 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Среднеколымский район вылетела оперативная группа для принятия мер по розливу нефтепродуктов. В состав группы вошли природоохранный прокурор, представители МЧС и службы спасения. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечении безопасности объектов электроэнергии и законности действий должностных лиц. Напомню, из резервуаров электростанции «Сахаэнерго» в селе Аргахтах вытекло 3,5 тонны дизельного топлива. Инцидент произошел накануне. Как сообщали ранее, в настоящее время работники «Сахаэнерго» произвели перекачку топлива в другие емкости. На данный момент бригада в составе 9 человек вылетела из города Якутска. Сейчас находится в пути. Следующее мероприятие — это прилетают в Среднеколымск и дальше вылетают заказным вертолетом от Среднеколымска до Аргахтаха тем же составом. Формат бригады состоит 4 специалиста из города Якутска, также 4 специалиста от специализированной организации по ликвидации данных нарушений. Между тем, на территории Среднеколымского района сохраняется и сложная лесопожарная обстановка. Там зарегистрировано 13 очагов на площади более 175 тысяч гектаров. Всего же в Якутии действует 39 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 350 тысяч. Площадь активного горения менее 540 гектаров. Таковы оперативные данные о лесохраны на сегодня. За сутки возникло 2 новых очага. На тушении привлекалось 282 человека и 42 единицы техники. В готовности находится авиация МЧС и аэромобильная группировка Главного управления. Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет. Комментарий о лесопожарной обстановке дал глава Абыйского района, где на сегодня действует 13 очагов возгорания. Самое тяжелое это у нас находится на границе территории Сотарохи. Самое ближнее у нас сейчас очаг пожара где-то приблизительно составляет до 5 километров. Ну, есть у нас водные преграды. На сегодняшний день бригады сформированы с 20 числа и работают эти данные бригады. Площадь данному пожару дан, номер пожара 15 АЗК. На сегодняшний день в целом пройдено огнем порядка 11 тысяч гектаров. Сегодня работает у нас, как я сказал, 25, на утро работало 25 работников по пожаротушению, 2 единицы техники, это трактор «Шантуй», СД-16 и «Агромаш», 14 мотопомп работает, ну, соответственно, пожарные ранцы в количестве 20 штук. За минувшие сутки в Якутии выздоровели 69 человек и выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в столице выявили 61 больного. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 3742 случая коронавирусной инфекции. 33 человека на сегодня находятся в тяжелом состоянии. Мы также продолжаем по системе тестировать людей, соответствующие, проводить тестирование. У нас на прошлой неделе были определенные, переориентирования работы.
По лабораториям все-таки мы считаем, что первичными должны быть лабораторные исследования тех, кто либо оказался в группе контактных, либо оказался в зоне ОРВИ. И поэтому вот эти вот профилактические или там, тестирование по желанию руководителей тех или иных организаций, либо по желанию своих обычных граждан, для того, чтобы узнать, есть ковид или нет, там, или определиться там, просто удовлетворить свое любопытство на настоящий момент мы поставили в третью, в четвертую очередь. Считаем, что у нас есть иные приоритеты как таковые. На что еще хотела бы я сегодня обратить внимание? С 21 числа у нас, непосредственно мы начали новый призыв на территории Республики Саха-Якутия, возобновили призыв, урегулировали, большинство вопросов, которые связаны с организацией призыва, и в любом случае данную поставленную перед нами задачу в полном объеме мы выполним. С 10 июня в Якутии начал свою работу колл-центр «Волонтеры Конституции». Цель его работы – это помочь маломобильным гражданам старше 60 лет. На информационных точках добровольцы рассказывают о предстоящем голосовании и предлагаемым изменениям в Конституцию, а также уточняют более удобный способ голосования – на дому либо в избирательном участке. На сегодняшний день по всей Якутии работают 34 районных штаба и более 1200 волонтеров. Статистика на сегодняшний день показала, что большинство людей хотят позвать на дом проголосовать. Вот. Даже сейчас мы, когда обзваниваем, есть у нас наши пожилые люди, которые уже онлайн будут голосовать. Это примерно человек на сегодняшний день 60. Вот. Из 8 тысяч звонков. Мы планируем делать повторные звонки, напоминать бабушкам о том, что спрашивать, уточняться, подошли ли к ним на дом. Как они нам обратились, мы обязаны проконтролировать и довести до конца. Отметим, что менее 1,5 недели осталось до общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдет 1 июля. Исполнить гражданский долг можно и не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление на любом участке избирательной комиссии или через портал госуслуг. Понадобится документ, удостоверяющий личность. На любом избирательном участке можно открепиться и закрепиться за другим. Выбрать можно любой участок в пределах округа или же вовсе другой регион. Голосующий получит вторую часть заявления, где есть QR-код. С ним он приходит в день голосования на тот участок, за которым закрепился, и его уже внесут в список. Конституция Российской Федерации уже давно требовала поправок и коснется даже самой важной части, я думаю, здравоохранения. Потому что сейчас в наше время на фоне эпидемии это очень важно. Конституция Российской Федерации предоставляет каждому жителю нашей страны не просто предоставление услуг, а оказание медицинской помощи. Мне, как молодому представителю нашей страны, важно это. И я призываю всех прийти на голосование. Выставка «Саха Innovation 2020» стартовала в Якутии. Это ежегодное мероприятие, которое проводится ко дню изобретателя и рационализатора в России. Участники представят новейшие разработки и достижения в области науки и технологического бизнеса Якутии. Пройдет презентация проектов изобретателей и демонстрация применения научных разработок. Основой «Саха Innovation 2020» станет как раз-таки выставка проектов, которые оценивает конкурсная комиссия. Также пройдет открытое голосование за номинацию «Народный выбор». Чтобы отдать голос за понравившийся проект, нужно пройти на его страницу и нажать «Нравится» в одной из предложенных соцсетей. Трансляцию организуют на сайте sahainnovation.ru. В этом году Мирнинское управление автомобильных дорог отмечает свой 60-летний юбилей. 40 из них предприятию отдал Анатолий Пустоваров. Проработал слесарем и достиг профессионального мастерства. Теперь делится опытом с молодыми сотрудниками. Историю Анатолия расскажет Анна Винокурова. Здесь, на базе дорожной механизации МУАДа, он знает каждый уголок, каждый сантиметр. Ведь 43 года назад Анатолий Пустоваров был одним из тех, кто восстанавливал это здание. Он приехал в Северный Мирный из Южного Краснодара в 1977 году. Говорит, юношеский максимализм. Хотел доказать себе и родителям, что сможет работать вдали от родного дома. Я даже с Кубани приехал, там нигде не было продуктов, очень было бедно, там жили. Сюда приехал, здесь было снабжение совсем другое, московское. Тут было и сгущенка, и колбасы любые. В то время для этого удивилась.
Тогда в 70-х север страны только развивался, шли комсомольские стройки. В Мирнинском районе появлялись поселки. Но найти работу Анатолию Николаевичу в Алмазном крае оказалось непросто. Прописки не было. Спустя 2 месяца после приезда на север он устроился слесарем в Мирнинское управление автомобильных дорог. Тогда техника и оборудование были не такими современными. Но Анатолий Николаевич сразу показал себя как ценный сотрудник. Кразы раньше были совсем. А какой сальник на краде стоял там? Никто не знает. Антон Николаевич спросит, знает. Стубичный. И, конечно, было тяжело. Все сами собирали, все делали, все приспособления сами делали. Анатолий Пустоваров до сих пор помнит первый рабочий день – 9 августа 1977 года. Сегодня с его помощью из начинающих специалистов опытными мастерами становятся десятки сотрудников. Даже начальник базы проходил через его школу. Очень много возникало вопросов, так как я пришел с инженером буквально со студенческой скамьи после работы водителем. Поэтому, естественно, производство приходилось очень много спрашивать, и Анатолий Николаевич всегда оказывал помощь, всегда подсказывал. Совместно мы с ним составляли планы работ по ремонтам, как по МУАДу, как по участку отдельно. Анатолий Николаевич на пенсию не спешит. Планирует передать многолетний опыт молодым. И тут же добавляет, молодежь уже не та. Нужны годы, чтобы они стали квалифицированными специалистами. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Алданская библиотека имени Некрасова присоединилась к всероссийской акции памяти, объявленной в рамках празднования Великой Победы. Сотрудники совместно с волонтерами изготовили 500 белых голубей, символизирующих благодарность ветеранам за мир. Птицы мира украсили прилегающую к библиотеке территорию. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Вахниной. Благодарность поколению победителей, отстоявших для потомков свободу, слышится в легком шелесте крыльев бумажных голубей. Птицы мира украсили прилегающую к библиотеке имени Некрасова территорию. Символ голубя напоминает нам о мире, о том, что можно именно вместе, совместными усилиями объединиться. Алданская библиотека имени Некрасова присоединилась к всероссийскому духовно-нравственному флешмобу «Голубь мира», приуроченному к празднованию Великой Победы. Мы, конечно, не можем принять участие в торжественном мероприятии «Параде Победы». Но невозможно отнять у нас право отдать дань памяти и славы героям, которые погибли в Великой Отечественной войне, которые трудились в тылу. Несколько десятков бумажных голубей днем ранее изготовили ребята-волонтеры. На одного голубка затрачивается порядка минуты. Однако работа в импровизированной мастерской длилась более 2 часов. Конечно же, пришлось сначала повозиться. Очень много техник перепробовали. В ход пошли различные материалы. И в конечном итоге получились вот такие вот разные у нас прелестные голуби. Ребята постарались выбрать самые красивые шаблоны голубей. Затем потребовалась немалая доля сноровки и мастерства, чтобы идея полномерно была воплощена в жизнь. Сделано было их порядка, наверное, штук 50, может даже больше-меньше, потому что были и неудавшиеся варианты. Мы делали их вместе, сотрудники библиотеки, плюс наши молодые работники, так называемые волонтеры. Согласно идее флешмоба, голуби, выражающие благодарность победителям за сегодняшнюю мирную жизнь, должны быть размещены в зонах памяти, обустроенных в городских парках и скверах. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации первоначальная задумка изменилась. Мы призываем жителей Алданского района поддержать наше начинание, присоединиться к всероссийской акции «Голубь мира», сделать свои подделки из бумаги в любом виде, по любому шаблону символ мира, голубь мира, выставить в своем окне, во дворе или в местах памяти. Присоединиться к флешмобу, старт которого в Алданском районе был дан библиотекой имени Некрасова, может каждый, разместив на окне или на дереве возле дома одного или нескольких бумажных голубей, символизирующих мир, воплощающих благодарность и сохраняющих память. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Сегодня в стране проходит День памяти и скорби по участникам Великой Отечественной войны. И прямо сейчас Якутия присоединяется к всероссийской акции «Минуты молчания», чтобы почтить память героев. На этом мы пока прощаемся с вами. До встречи в эфире.